Аронов Алексей, вес 125 килограммов. Выступает двое якутян. С красного угла Выходит вот Аронов, герой финала. с синего угла Будет бороться Алексеев. с Тюменом Вадиевым из Республики Бурятия за выход в финал. Далее на ковре называется Тимур Николаев и Эмиль Рамазанов, Хабаровский край. Алексеев более опытный борец, но у него был перерыв большой. А Аронов последние годы упорно тренируется в основном вне республики. На ковер Николай Константинов и Герман Устинов. Посмотрим, до какого уровня дошел наш Аронов и как подготовился Алексеев к этому ответственному чемпионату Дальнего Востока. Борцы ведут выжидательную схватку. Идет разбегка, можно так сказать. Но это тяжеловесы. Поэтому резких бросков, проходов в ноги редко бывает. Игорь Кудрявцев был борец. Он кидал много лет своих соперников. Он тренировался у Дмитрия Петровича Коркина. Так, что упало? Наверное, перевязка пальцев. Пока Алексееву дали предупреждение, и поэтому со счетом 1-0 ведет Аронов. Алексей был спаррингом. Участвовал в подготовке Аяла Лазарева к Олимпийским играм. Последние годы перешел на борьбу Хапсагай. Можно сказать, не участвовал на чемпионатах по вольной борьбе. Помогают земляки, тренера и борец Василий Стрекаловский. Крылов Николай. Ну, начинается второй период. Счет в пользу Аронова 1-0. Посмотрим, как дальше поведут себя борцы в этой схватке. Далее на ковре называется Тимур Николаев и Эмиль Рамазанов, Хабаровский край. Схватка началась с середины ковра. Теснит Аронов своего старшего брата. Второе предупреждение могут дать одному из борцов в случае
неактивного ведения борьбы. Он хотел провести и пройти, заработать балл Алексеев, но пока так. С тем временем время схватки неутолимо подходит к концу. Остается минута 22 секунды до окончания схватки. Это в тяжелом весе всего борцов мало, поэтому кто выиграет в этой схватке, может попасть в тройку лидеров, тройку призеров, и тем самым выиграть путевку на чемпионат России по вольной борьбе. Да, 40 секунд остается, счет по-прежнему не меняется. Алексееву на... Ого! Второе предупреждение дали Алексееву, и счет становится 2-0. Но Алексей понимает, что если не заработает баллы, то он проиграет. И так. Три секунды. И время подошло к концу. Схватку выиграл молодой борец и перспективный борец Аронов.